чтобы была ответственная, сильная, ответственная власть, чтобы наконец-то четко работал принцип разделения властей. Потому что раньше у нас принцип разделения властей был дисбаланс. 1+3. То есть 1 это президент, а 3 это 3 ветви власти. Законодательная, исполнительная, судебная ветви власти. И президент, он ни к одной из ветвей власти не относился. В то же время был бы как симбиоз от президентской власти и исполнительной ветви власти. 1+3 перерастал в 2+2. 2 против 2. Поэтому здесь грубейшее нарушение было конституционного принципа разделения властей. Сейчас будет реальный принцип разделения властей. Законодательная, исполнительная. То есть президент это не отдельная ветвь власти, это сердцевина исполнительной ветви власти. Президент возглавляет исполнительную ветвь власти и судебная ветвь власти. Я думаю, сейчас в современных условиях, потому что нам уже хватит говорить о политике, мы и так чересчур политизированы. Нам надо уже созидать, надо строить и экономически, и социально развиваться, духовно развиваться. И вот это, на мой взгляд, эта новая конструкция Конституции позволит создать такой каркас, который будет способствовать такому позитивному, поступательному развитию нашего общества, нашего государства.